Появившийся в Абхазии мраморный клоп нанес большой урон практически всем видам сельскохозяйственных культур, отметил министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия. Больше всего пострадали восточные районы республики. В 2018 году были приняты все необходимые меры по уничтожению насекомого-вредителя. Согласно плану, по всем районам были сформированы 347 рабочих групп. Кроме того, были созданы рабочие группы из российских экспертов, которые в течение нескольких месяцев мониторили ситуацию и создавали условия для уничтожения клопа. В общем, по республике было обработано инсектицидами 37 467 гектаров и израсходовано порядка 20 тысяч литров ядохимикатов. Популяция насекомого вредителя уменьшилась и благодаря механическому сбору мраморного клопа. В этом году также будут организованы пункты приема вредителя у населения. Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба установлена плата за 1 килограмм собранного коричневого мраморного клопа в размере 1000 рублей. Всего на выплату предусмотрено 7 миллионов рублей из республиканского бюджета. Помимо механического сбора клопов, в этом году будет продолжена и химическая обработка сельхозугодий. На 2019 год проведение работ по информированию населения о методах и способах борьбы с мраморным клопом с изготовлением листовок и плакатов по средствам массовой информации и интернет-ресурсов. Второе. Проведение механического сбора мраморного клопа на территории республики с оповещением населения в средствах массовой информации. Срок проведения с марта по 30 апреля. Третье. Проведение мониторинга на наличие мраморного клопа в районах Республики Абхазия. При этом особо важным считаем использование методов мониторинга и борьбы, основанных на применении феромонов. Сроки проведения 30 апреля по 30 мая. Четвертое. Проведение химических обработок баковой смесью с использованием инсектицидов для поражения мраморного клопа и фунгицидов против ложной мучнистой росы, серой гнили и так далее. Сроки проведения с марта по июль включительно. Пятое. Локальная химическая обработка с использованием феромонных ловушек по методу привлечь и уничтожить. Шестое. Проведение механического сбора и уничтожения мраморного клопа, идущего на зимовку. Сроки проведения с октября по ноябрь. Помимо мраморного клопа, большой ущерб сельскохозяйственным угодьям наносят и грибковые заболевания, вызванные различными видами микроскопических паразитов, которые вызывают гибель плодов деревьев. К примеру, из-за этого в прошлом году было уничтожено около 80% орехов фундука. Уже 10 марта ожидается поступление из России новых ядохимикатов для лечения орехов фундука. Борьба с мраморным клопом – это проблема не только Абхазии, но и России, и необходимо минимизировать риски расширения ареала этого вредителя, говорят специалисты. Мы с удовлетворением отмечаем, что под вашим руководством в Республике Абхазия разработан комплексный план по борьбе с мраморным клопом. Я надеюсь, что этот план будет выполнен в полном объеме и будут достигнуты те целевые индикаторы, те целевые ориентиры, которые заложены по борьбе с этим вредителем. Я хочу официально сообщить о том, что по инициативе нашего министра Дмитрия Николаевича Патрушева сегодня проводится работа на уровне правительства Российской Федерации по вопросу выделения дополнительных средств на борьбу с мраморным клопом из бюджета Российской Федерации. Российские эксперты подробно рассказали о работе, которую они провели по борьбе с мраморным клопом у себя на родине и в Абхазии. Кроме того, они рассказали, в какое время эффективнее делать феромоновые ловушки на насекомых-вредителей. По опыту 2018 года мы говорим, что применять феромон раньше июня месяца мало целесообразно. Мало того, июнь месяц феромон работает в основном как мониторинговое средство, потому что активность вредителя такова, что он реагирует на феромон, но это не массовая реакция. Мы можем его выявить, мы можем его заметить, но говорить о массовом отлове нет. Но с июля месяца при наращивании численности, и тем более в августе, в сентябре месяце, когда вредитель уже по своей биологии стремится к поиску мест зимовки и так далее и тому подобное, феромонные ловушки очень эффективны как средство привлечения и массового отлова в том числе. На встрече обсуждались все проблемы, с которыми сталкиваются специалисты в своей работе. Эксперты говорили о методах, которые способствуют уничтожению вредителей не только в Абхазии, но и в различных регионах России. Делились приобретенным опытом и наметили планы по борьбе с мраморным клопом в нынешнем году.
Аля Кацапш, Степан Мартиросян, Руслан Орлов. Абхазское телевидение.